Теперь желающим приобрести пневматическое оружие или газовые баллончики требуется подтвердить свое совершеннолетие и представить справки об отсутствии судимости, психических заболеваний и о проверке знания правил безопасного обращения с оружием. Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан Максат Байболов на брифинге в ведомстве рассказал о новых правилах приобретения оружия, продаваемого без разрешения органов внутренних дел, пневматическое, сигнальное, газовые распылители, так называемые баллончики, вступивших в силу с 1 июля этого года. Для приобретения такого оружия нужно подтвердить свое совершеннолетие, предъявить в магазин справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний. Это прежде всего из нарко- и психодиспансера. Сейчас эти справки можно получить и в ЦОН, и через сайт ЕГОВ, а также справка о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием, сказал он. Как отметил Байболов, новые правила урегулируют порядок реализации оружия, продаваемого без разрешения органов внутренних дел. Это пневматическое, сигнальное, газовые распылители. Данная мера обусловлена фактами совершения преступлений с применением оружия, продаваемого без разрешения полиции. Одним из примеров может послужить опубликованное в сети интернет-видео «Преступление в столице с применением пневматического пистолета, когда нетрезвого мужчину, угрожающего этим пистолетом во дворе дома, где играли дети, задержал сотрудник полиции», пояснил глава КАП. По его данным, всего с 2017 года из оружия данной категории совершено 129 преступлений, в том числе разбоев 28, хулиганств 79, покушений на убийство 3. При этом продавцы охотничьих магазинов не могут ограничить реализацию такого оружия, даже зная о имеющихся противопоказаниях к владению оружием ввиду отсутствия нормативно закрепленных оснований. Наряду с этим отдельными поставщиками оружия не ставится вопрос о цели приобретения оружия. Об этом свидетельствует мониторинг ввозимого оружия. Так, в 2018 году в Казахстан было ввезено более 4000 единиц сигнального оружия. Звуковой предназначен для подачи сигналов «Старт» на спортивных мероприятиях. Внешне пистолет копирует пистолеты марки Макарова «Глок». На практике это оружие используется молодежью для показа и запугивания. Есть факты применения его при разборках и переделке в боевое оружие, добавил Байболов. На его взгляд, эта норма создаст определенный барьер для граждан, желающих приобрести оружие, а также сократит его реализацию предпринимателями. То есть исключит продажу лицам, имеющим противопоказания к его владению. Однако предполагаемые издержки несоизмеримы с угрозой жизни и здоровью граждан в случае попадания оружия в руки преступников, психически больных людей или не знающих правил обращения с ним, заключил он.